Добрый день, уважаемые печорцы! Сегодня мы для вас приготовим уху по-печорски. Расскажем про рыбу и проведем с вами викторину. И я загадаю детям загадки, которые они должны отгадать. Загадки для детей, которые должны отгадать, как называется эта рыба. Она похожа на плотву. Виля копается на дну. Глаз кровавый, дальнозорка. Как зовется? Правильно, красноперка. Следующая загадка. Есть в речке демон из шипов с защитой от щучьих клыков. Он весь в колючках, не тревожь. Его зовут ту рыбу Ёрш, правильно. Следующая загадка. Сухая, вкусная рыбешка. Ее любят кот и кошка. Его не выпустит рыбак, а зовется он, правильно, чебак. Дорогие печорцы, а сейчас для вас викторина. Угадывайте, будьте добры. Кто говорил эти слова? Поешь же, миленький дружочек, вот лещик, потроха, вот средний кусочек. Угадали? Правильно. Демьяна, соседа Фоку, угощал в басне Крылова Демьянова уха. Следующий вопрос. Название какого города Италии, если его прочесть наоборот, превратится в название рыбы, которая, кстати, водится в реке Печора? Угадали? Это город в Италии. Милан. Прочитайте назад. Налим. Вот так вот. Какая рыба музыкальная и где она водится? Угадали? Рыба фуга. Ее ловят японские рыбаки. А самое интересное то, что в ресторане перед тем, как подать рыбу фугу, официанты просят клиентов написать завещание. Почему? Потому что никто не гарантирует, что от рыбы можно отравиться. Следующий вопрос. Как жители Аляски собирают икру сельди с ветвей? Рыба же не летает по воздуху и не рестится на деревьях. Угадали? Не угадали. Хорошо, я вам скажу правильный ответ. Дело в том, что на берегу реки на Аляске что жители делают? Они опускают ветви деревьев в воду, сельдь не листится на ветки деревьев. Они поднимают эти ветви и собирают с них икру. Следующий вопрос нашей викторины. Из кожи какой рыбы можно делать напильники? Угадали? Вряд ли. А я вам дам правильный ответ. Шершавость акульей кожи позволяет делать из нее напильники. Еще вопрос. Можно ли и как определить возраст рыбы? Не угадали? Не угадали. По кольцам на чешуе. Следующий вопрос. Можно ли сказать, что золотая рыба и золотая рыбка – это одно и то же? Нет. Потому что золотая рыбка – это настоящая рыбка, а золотая рыба – это созвездие в южном полушарии.
это рыбы разных видов или нет? Правильно. Это один вид, только возраст разный у рыбы. Следующий вопрос. Какая самая большая пресноводная рыба? Угадали? Молодцы, я думаю, что угадали. Конечно, это сом. И, кстати, раньше был сом длиной до 6 метров и массой веса до 300 килограмм. А теперь вопрос для самых взрослых и, наверное, даже для рыбаков. Сколько видов рыб водится в реке Печора? Угадайте. 28, 32, 36. Угадали? Внимание, правильный ответ. 32 вида рыб водится в Печоре. И еще один вопрос. Какой рыбы больше всего в реке Печора? А? Угадали. Нет, не семга, не мельма, не карась. Вот мне подсказывают тут, я-то знаю, у меня есть ответ. Мне подсказывают, действительно, это ерши. Ершей в реке Печора водится больше всего. Итак, уважаемые печорцы, уха по-печорски. У нас закипела вода, и мы теперь закладываем картофель. Моя помощница сейчас это красиво сделает. И мы ждем, когда картофель будет почти готов. Я напоминаю, это уха по-печорски. Итак, у нас кипит вода. У нас варится картофель. Картофель наполовину готов. Теперь мы производим закладку лука. Именно большими головками, не резав. Почему? Потому что вот так лук должен лучше вывариться. Итак, дорогие друзья, теперь самый ответственный момент. Мы производим закладку рыбы. Рыба очень вкусная. Это печорские сиги. Закладывается целиком. Да, рыба закладывается целиком. Конечно, она потрошенная, без жабер, потому что жабры дают горечь. Все это вычищается, вот, и поэтому уха будет очень-очень вкусная. Итак, дорогие друзья, у нас уха готова. И теперь мы должны ее испробовать. Пожалуйста. Итак, мы снимаем котелок с костра. Так, и теперь половником накладываем рыбу. Вот какая вкусняшка. Картофель. Так, и где у нас там картофель? И луковицу. Я знаю, что очень многие любят вареный лук. Поэтому в чашку мы кладем целиком рыбу, лук, картофель и, конечно, все это бульончиком заливаем. И для любителей остроты мы можем добавить
перчика, либо красного молотого, либо черного молотого. Ну, конечно, это на любителя. Вот. И поэтому вот такая уха по-печорски.